ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье 17:00 на сцене ГДК премьера мюзикла Райда «Знакомые сказки». Впервые для Ухты театрализованное действие было поставлено не на русском языке, а целиком на коме. Впрочем, случайностей здесь нет. Сюжет мюзикла целиком основан на эпосе коренного народа республики. Премьера готовилась не один месяц, и в ней участвуют как сыктывкарские артисты, так и ухтинские. Безумные трудяги вообще весь коллектив. Потому что такую, скажем так честно, это большие аферисты могут затеять такое в наше время, когда все у нас коммерческое, все за деньги, все только... Это редкий случай, когда столько энтузиастов, столько безумно сумасшедших и влюбленных в свою работу людей собралось в одном месте. Райда «Знакомые сказки» — это своего рода гибрид. Народные мотивы здесь тесно переплетены с настоящим. Особенно это заметно в музыке, которую создавал для постановки сыктывкарец Евгений Рябашев. Контраст между лирикой этностиля и драйвом современных танцевальных направлений — это еще и связь поколений. Неоклассика ворвалась так прямо посреди всего этого электронного засилья, такого, в общем-то. Все это намек-то, в принципе, на то, что все современное и все модное, мы же все знаем это прекрасно, что оно там сегодня живет очень быстро и все меняется, как в клипах. Основой сюжета стали стихи Николая Родионова и Елены Афанасьевой. Все произведение написано на ижемском диалекте. Впрочем, как и в любой сказке, обязательно есть злодей Ягморт в исполнении Сергея Коваля, смелый герой Туган Константин Фрейман и прекрасная девушка Райда. В постановке приняли участие ведущие солисты как Ухты, так и Сыктывкара. Партию Райды спела ведущая солистка театра оперы и балета Республики Алена Ладыгина. На коме ей петь не впервой, а кроме того помогло родство с персонажем. На коме-языке каждое слово нужно понимать и передать, естественно, это в чувстве. А так как мой персонаж Райда – это девушка такая лирического характера, и, в принципе, она мне близка и по характеру, и по душе, и мне было, в принципе, несложно передать этот образ. Танцевальную часть мюзикла доверили двум ухтинским коллективам United Beat и Ёлочка. Абсолютно разные жанры не помешали танцорам найти общий язык. Наоборот, резкость и динамика юнайтов как раз подходила к образам сильных охотников, спутников Тугана. А пластика движения подчеркнули женственность исполнительниц Ёлочки. Заходим, нам говорят, у вас 20 минут. Все, в эти 20 минут укладывается. Он мне показывает, что он поставил, я рядом становлюсь и прямо на сцене на ходу мы стоим. Стоит раз-два, я 3-4. На самом деле это не трудно. Без голоса. Не это трудно было. Трудно было уложиться в это короткое время. Продолжительность мюзикла 1 час. За это время Райду успели похитить, а ее возлюбленный поспешил на выручку. Битву добра со злом на сцене разыгрывали взрослый состав и юниоры United Beat. В лучших традициях коллектива бой обставлен в стиле хип-хоп батла. Попеременно свет и тьма выставляют своих чемпионов. В итоге в дело вмешалось божество, солнце. Эту партию исполнила заслуженная артистка России Альфия Каратаева. Удивительно, но она и Алена Ладыгина приехали в Ухту всего за день до премьеры. На репетиции времени было мало, поэтому помимо умения свою роль сыграл и настрой. Это сказка, то, что происходит во мне. Это волшебство. И вот эти даже тонкости, для меня вот, это был какой-то секрет, таинство, и ехала на какое-то счастье. Дирекция ГДК подчеркнула, что мюзикл очень хочется показать не только в Ухте, но и в республике, а может и за ее пределами. Однако пока точная дата следующей премьеры, ее актерский состав, как и бюджет проекта, тайна.